Эта игра содержит мелькающие изображения и затрагивает тяжелые темы. Берегите себя. Привет всем, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем проходить такую необычную игру. Очень странный дом какой-то, круглый. 46, 47, 48, 49. Это что за отчет? Магазин скоро закрывается. Так. Что происходит? Пока что непонятно. Мы пришли купить молоко. Здрасте. В общем, здесь, походу, тема затрагивается каких-то тревожных состояний, что ли. Это не займет много времени. Что ты видишь? Ты уверен? Так или иначе, это... Эти действия происходят в России, походу, да? С анимешной девочкой. Да, мам. Воу. Воу. Вот такое вот у нас было начало этой необычной игры. Milk Outside, a Bag of Milk Outside. Название повторяется несколько раз. Так. Ну что ж, давайте начнем новую игру. Я иду в свою комнату, стараясь не смотреть по сторонам. Вокруг меня то и дело пляшут озорные тени. Стремительными рывками перемещаются они по стенам, по потолку. Одна из таких теней игриво проносится мимо, слегка коснувшись моего лица. Я улыбаюсь и продолжаю идти, не обращая особого внимания. Порой так легко потерять самообладание и закружиться в веселом танце, счет времени теряется вовсе. А мне, между прочим, совершенно некогда. Мама сказала идти спать. Жуткие какие-то непонятные лица. Я иду в свою комнату мимо кухни, даже сквозь запертую дверь оттуда веет могильным холодом. Первая же мысль у двери, прислонившись, сидит мертвец и дует в замочную скважину, издевательски посмеиваясь. Ха-ха, ну какая же ерунда, я точно знаю, что мертвецов на нашей кухне нет, я точно знаю, что никаких мертвецов на нашей кухне нет, и никогда не было, я абсолютно точно уверена, что... Воу. Сорвавшись с места, я со всех ног бегу к запертой двери, тени тотчас принимаются плясать впятеро хаотичнее. Пытаются ли они меня отговорить или же успокоить, я не знаю. Сейчас это совсем не имеет значения. Вы что, не понимаете? Я размахиваю руками на бегу, так я пытаюсь отогнать назойливых преследователей, и внезапно понимаю, что никак не успеваю затормозить. Выбора нет, придется выбивать дверь. Если внутри кто-то есть, я точно напугаю его до полусмерти. Хотя постойте, если напугать мертвеца до полусмерти, не значит ли это, что он станет полуживым? Нет, так не пойдет. Что же мне делать? Мысль не успела полностью подуматься, как я впечаталась плечом в дверь, от чего-то распахнулась настежь.
Мертвеца внутри, как и ожидалось, нет. Зато есть купленный мной сегодня пакет молока. Он стоит в самом центре стола и смотрит на меня немигающими глазами. Я смотрю на него в ответ, ничего не происходит. Впрочем, чего я вообще жду? Благодарности? Но разве я сделала что-то, чтобы заслужить ее? Не думаю, что пакету молока очень уж важно, где находится. На полке магазина или посреди стола на маминой кухне. С другой стороны, никто не станет пить молоко прямо в магазине. Выходит, я забрала пакет из самого безопасного места в пугающую для него неизвестность. Прости, молочко. Стыдливо отвернувшись, я спешу выйти из кухни. Да уж, от меня одни беды. О. Я иду в свою комнату по узкому коридору. У дверей мне встречается знакомое бесформенное существо. Вцепившись в меня, оно принимается обнюхивать каждый сантиметр моего тела, словно голодная псина. Я не сопротивляюсь, знаю ведь, что это бессмысленно. Лишь молча терплю, пока оно крепко держит, не давая пошевелиться. Что это за... Обнюхав меня с ног до головы, существо протягивает уродливые лапы, обнажая один единственный коготь, тонкий и острый, словно лезвие. Снова? Я вопросительно смотрю прямо в бездонные глазницы чудовища. Не шевелись. Существо сильно сжимает мою руку, пока не проступают вены. Я же продолжаю смотреть в черные провалы глаз, игнорируя всякую боль. Я ведь столько раз обещала. Стой смирно. В тот же миг коготь вонзается мне в руку. Я почти ничего не чувствую, разве что едва ощутимое шевеление под кожей и звон натянутых сухожилий. Но затем коготь впрыскивает свой яд. Больно. Перед глазами проступает белесая пелена. Пальцы судорожно сжимаются и разжимаются. Я начинаю терять контроль над своим телом и медленно сползаю на пол, совсем как в прошлый раз. Однако же, это очень похоже на селф-харм. Почему? Почему так жарко? Чувствую, как медленно закипает кровь. Сильнейшая дрожь пробегает по телу, парализуя каждую клеточку, пока мои вены и артерии раскаляются, едва выдерживая натиск. Я пытаюсь закричать, но вместо слов изрыгаю густую молочную пену. Заметив это, существо в ярости бросается на меня и хватает за горло, не выпуская отравленного когтя из моей руки. «Убей меня! Убей меня!» Истерический вопль разносится по коридору, существо в порыве безумия принимается царапать мне шею. Во все стороны летят яркие брызги, звонко ударяясь о стены. Я стараюсь отпечатать в памяти, куда упала каждая капелька, чтобы потом собрать их всех воедино. Не забыть, главное не забыть. Новая волна боли захлестнула меня, все вмиг погасло. Повторяй, я никогда не буду пить молоко. Повторяй. Я никогда не буду пить молоко. Повторяй. Я никогда не буду пить молоко. Я никогда не буду пить молоко. Почему? Я наконец-то добралась до своей комнаты. Мне так надоела вся эта суета. Хорошо, что в любимой комнате я чувствую себя уютно и тепло. Даже странные звуки из-за двери ни капли меня не тревожат. Мама сказала мне идти спать, так что я должна совершить все необходимые приготовления. Я умылась и теперь стою у зеркала с зубной щеткой во рту. Смотрю на свое отражение, не изъявляющее ни малейшего желания ложиться в кровать. Да уж, понимаю тебя.
А ведь когда-то моим любимым временем дня были последние минуты перед сном, момент ожидания того, как реальность неизбежно столкнется с миром сновидений, когда-то был моим любимым моментом. Я просыпалась только ради этого, проживала целый день ради этого. Моей заветной мечтой было спать целый день, как было бы здорово, однако сны медленно, но верно ускользали. Словно кто-то вытаскивал их прямо из головы, один за одним, пока не осталось совсем ничего, и вот я снова должна ложиться спать, хоть и не чувствую в этом нужды. О, как много таблеток. Закончив водные процедуры, я привычно протягиваю руку к своим лекарствам. Забавно, но я понятия не имею, как они действуют по отдельности. Я всегда проглатывала их сразу, не задумываясь. Сейчас же мне захотелось рассмотреть их поближе, повертеть в пальцах, попробовать на зуб. Что угодно, лишь бы подальше потянуть время. На меня смотрит гладкая вытянутая капсула красного цвета. Снаружи она покрыта мутной полупрозрачной пленкой, но кое-как рассмотреть ее содержимое все же возможно. Итак, что же у тебя внутри? Слегка надавив на капсулу с обеих сторон, я с удивлением обнаруживаю, что она очень мягкая и податливая. Сдавливаю еще, капсула лопается. Наружу вытекает липкая ярко-красная жидкость. Мерзость, мерзость. Таблетка отправляется прямиком в мусорный бак. Я же принимаюсь тщательно отмывать руки. Нет уж, пить это я наотрез отказываюсь. Следующая на очереди плоская таблетка такого же кроваво-красного цвета. На ней к тому же отпечатаны какие-то буквы. Ага, я поняла. Это тот самый препарат, от которого жутко клонит в сон. Но это не тот сон, совсем не тот. Не настоящий, фальшивый. Нет, даже видеть не желаю. Вслед за первой эта таблетка отправляется в мусор. Следующие полчаса проходят примерно так. Я рассматриваю таблетки со всех сторон и для каждой нахожу причину ни в коем случае ее не пить. Вместо этого я придумываю свои собственные лекарства и с удовольствием принимаю их одно за одним, всецело отдаваясь их целительным эффектам. Вот и горло больше не болит, вот и рука больше не болит, вот и голова больше не болит, вот и сердце больше не болит, вот и живот больше не болит, вот и глаза больше не болят. И как я раньше не додумалась, это же так просто, надо срочно кому-нибудь похвастаться. Но только не маме, она будет ругаться. К тому же она уверена, что я уже сплю, не буду лишний раз тревожить ее, придумаю что-нибудь сама. И вообще, мне просто хочется поболтать. А кто же будет моим собеседником? Как это грустно. Эй! Привет, а давно не виделись. И часа не прошло, глупая. Ты ведь в курсе, что нам запрещено видеться чаще одного раза в сутки? Ну вот, снова обижаешь. Неужели ты даже капельку не рад? Даже совсем чуть-чуть? Я порядком вымотался за сегодня, впрочем, как и ты. Неправда. Тебе нужно ложиться спать. Нет уж, ты сегодня достаточно мной командовал. Теперь моя очередь, значит так. Я просто буду молчать, пока не закончится действие лекарства. Как тебе такое? Эй, но так ведь нельзя. Ты должен делать все для того, чтобы я чувствовала себя лучше. Именно это я и делаю. Да чего же ты противный? А впрочем, чего это я переживаю? На самом деле ты мне вовсе не нужен. Совсем. Я полна сил и чувствую себя прекрасно, значит, мне все нипочем, а ты можешь только смотреть и кусать локти о своей бесполезности. Хи-хи, могу представить, как ты сейчас злишься. Да уж, я прямо вне себя. С чего вдруг такое хорошее настроение? Чего грустить? Вспомни себя пару часов назад. Не понимаю, о чем ты. Не ври, не ври, не ври. Не, все равно не понимаю. Ну и ладно, зато я еще долго не забуду эту жалкую сопливую девчонку, которая только и делает, что постоянно ноет. Почему мне не дают выбора? Даже не пытайся испортить мне настроение. Пока мы вместе, я хочу веселиться, ясно? Значит, теперь ты диктуешь условия? Да.
Что ж, посмотрим, надолго ли тебя хватит. Вот и посмотрим. Я и правда настолько жалкая. Не молчи. Я чувствую, как слезы стекают по щекам, задерживаются на подбородке, а затем падают на мою одежду, прожигая в ней дыры. Недолго ты продержалась, что ж, ожидаемо. Эй, я хотя бы попыталась. Сходи-ка ты умойся, потом решим, что с тобой делать. Как это жестоко, как-то какие-то ответы. Точнее, эти. Выбор ответа. И вновь я у зеркала неотрывно смотрю на саму себя, пытаясь не отвлекаться на насмешливые взгляды стен, не вслушиваться в их мерзкое хихиканье, но вот и мое собственное отражение криво улыбается, скалит на меня зубы. Я зажмуриваюсь, но это не помогает, даже провались я под землю не помогло бы. Я принимаюсь считать в уме числа: 2 в квадрате, дважды 2 в квадрате, квадрат в квадрате, квадратный квадрат в пирамиде, пирамидальная структура в кубе, пирамидальная структура в гиперкубе. Помогло. Правда, голова теперь раскалывается. Как ты себя чувствуешь? Прости, что нагрубил. Ты не виноват. Ты никогда ни в чем не виноват. Хорошо, можешь винить себя, но не переусердствуй. Почему мне не дают выбрать другой вариант? Почему-то я подумала, что смогу все взять в свои руки. Я была почти готова. Была уверена, что смогу изменить хоть что-нибудь. Ведь получилось же купить молоко, понимаешь? Ты ведь знал, каким это было испытанием. Поэтому ты выбросила лекарство? Глупое решение, да? Несомненно, это твое решение, каким бы оно ни было. Разве это имеет значение? Да, нет, а как ты считаешь? Я совсем ни в чем не уверена, да и ты все равно не воспринимаешь меня всерьез. Тогда почему ты это сделала? Мне казалось, что я справлюсь со своими силами. Действительно, в тот момент боль ненадолго отступила, однако сейчас я чувствую ее с утроенной силой. Мне так больно. Выпей уже лекарство, наконец, иначе я не буду с тобой разговаривать. Ты знаешь, как нужно поступить. Я с обреченным видом протягиваю руку к полке с лекарствами, глотаю таблетку одну за другой, отгоняя неприятные образы, то и дело всплывающие в памяти. И все же перед глазами стоит жуткая картина. Комки густой крови в прозрачной оболочке спускаются вниз по пищеводу, царапая его нежные стенки, оставляя борозды. Я силой встряхиваю голову, пусть кружится, пусть болит, лишь бы не думать об этой мерзости. И все-таки ты осталась при своем. Что ты имеешь в виду? Ты боишься остаться одна, и это беспокоит тебя гораздо больше, чем боль. Да, наверное. Я подбрасываю последнюю таблетку в воздух и ловлю ее ртом. Я ложусь на пол, смотрю в потолок. Оттуда сверху отчетливо слышен бег воды по металлическим трубам, слышен треск бетонных плит, что когда-нибудь обрушаются мне на голову. Однако я совсем этого не боюсь. Сложно представить, что смерть поджидает меня наверху. Скорее, она тянет когтистые лапы откуда-то снизу, дожидаясь, пока я потеряю бдительность. Что происходит? Хочешь поговорить об этом? Нет уж, хватит с меня болтовни. Тогда чего ты хочешь? Просто немного полежать. Если потолок и обрушится, то это произойдет не сегодня. Прошу, помолчи. Мне нужно привести мысли в порядок. Извини.
Я аккуратно извлекаю несформировавшиеся мысли из головы и располагаю ровными рядами на потолке. Теперь он выполняет роль пробковой доски. Или пробковой. В надежде собрать цельную картину, я переставляю их местами, складывая в стопки, беспорядочно раскидываю. В конечном итоге я раздраженно смахиваю их прочь, движением руки начинаю заново. Не выходит. Знаешь выражение тараканы в голове? Вот и представь, будто твои мысли — это тараканы. Фу, ненавижу тараканов. Можно это будет светлячки? Как хочешь. Я тоже не люблю тараканов. Самое мерзкое насекомое, наверное. Не успеваю я моргнуть и глазом, как мысли, а теперь светлячки принимаются кружить по потолку самостоятельно, складываясь в причудливые узоры. Очень странная комната у нее. Мне остается лишь наблюдать за этим и ловить подходящий момент. Только вот они все никак не наступают. Слушая издевательский шелест маленьких крыльев под потолком, я начинаю терять терпение. С меня хватит, ненавижу вас. Вскочив на ноги, я кричу, что из силы, светлячки в страхе разлетаются кто куда. Молодец, а теперь начинай заново. Еще чего? Неуравновешенность тебя совсем не красит. Наплевать я хотела. И тебя это не тревожит? А должно? Да. И что прикажешь делать? Не знаю, тебе решать. Хе-хе, ты опять за старое. О чем ты? Неважно. И вообще, я передумала. Пожалуйста, больше не молчи так долго. Мне не обойтись без твоей помощи. Хорошо. Я вновь поднимаю глаза к потолку. К сожалению, все мои светлячки куда-то спрятались. Их надо найти. Забудь о них и ложись спать. Нет, ты не понимаешь, если я уже о чем-то задумалась, мне нужно обязательно додумать эту мысль до конца, иначе... Я бегло оглядываю комнату, слишком много мест, где может спрятаться такое маленькое существо, как светлячок. Они могут быть где угодно. Внезапно раздается оглушающий грохот, часы показали полночь. Уже так поздно, но я не могу сейчас пойти спать. Ты ведь поможешь мне, пожалуйста, скажи, что поможешь. Ну, не издевайся, ты ведь обещал со мной говорить. О чем ты думала тогда на полу? Что ты имеешь в виду? Ты, как никто другой, должен это знать. В том и дело, что я понятия не имею. Это странно. Ты расскажешь мне? Я... О. Я закатываю рукава и принимаюсь неистово тереть глаза. Они чешутся. Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Глаза чешутся. Ты выпила молоко? Он принес молоко? Интересно, а если оторвать все ресницы одну за другой, глаза перестанут чесаться? Интересно, а если оторвать все ресницы одну за другой, все ресницы одну за другой, они... А если оторвать все ресницы одну за другой, блин, что происходит? Что ты наделала? Мне надо собрать стекло, а потом мне надо принять ванну, а потом... Вот, выпей немного молока. Я стою посреди комнаты, раскрыв рот и тяжело дыша, кажется, я только что испытала смерть. Как еще объяснить произошедшее, я не знаю. Да уж, вот так новости. Так ты расскажешь мне или нет? О чем? Давай лучше искать светлячков. Ты какая-то странная. Лучше помогай мне, а не болтай. И так многовато приключений перед сном. Надо поскорее собрать свои мысли в кучу и лечь спать. А мысли-то спрятались, хихи. Честно говоря, я понятия не имею, где их искать. Я тоже.
Значит, придется перевернуть все вверх дном и... Нет, еще раз нет. Если я устрою хотя бы небольшой беспорядок, мне будет очень плохо. Все вещи должны оставаться на своих местах, никак не иначе. Почему? Потому что мама так сказала или что? Ты что, пытаешься придумать причину прямо сейчас? Не хочешь — не говори. Не хочу и не скажу. Что ж, ладно, выходит, нам надо найти крохотных насекомых среди кучи хлама, при этом не сдвинув ничего даже на сантиметр? Да. Ну и ну. У меня есть идея. В прошлый раз я была персонажем визуальной новеллы, и это помогло мне справиться с задачей. Теперь я хочу быть персонажем квеста. Знаешь, там бывают эпизоды, когда ты просто смотришь на разные предметы, и что-то обязательно происходит. Здорово же. А как же те вещи, которыми ты пользуешься регулярно? Их ты тоже отказываешь трогать? Так даже интересней. Это так по-детски. А знаешь, что самое классное? Что этим займешься ты? Ну уж нет. А вот и да. У меня начинается паника, когда нужно выбрать что-то одно из множества вариантов. Я буду без конца топтаться на месте, в конечном итоге расплачусь и убегу. Ты этого хочешь? Да чего капризная? Ты ведь уже доказала, что способна на самостоятельные решения. Почему бы не продолжить в том же духе? Делай, что хочешь. Ну уже не будь таким скучным. Я ведь просто дразнюсь. Не нужно все взваливать на себя. Просить помощи — это вполне здравое решение. Давай уже приступать. Я выхожу в центр комнаты и оглядываюсь по сторонам, куда бы я спряталась, будь я маленьким светлячком. Ах, да чего же интересно. От предвкушения на сердце ощутимо теплеет. Эй, что? Посмотри вниз. Я опускаю глаза, спустя секунду из-под моей кофты выползает маленький комочек тепла и света. Ух ты, у тебя одежда дымится. Ух ты. Больше похоже на комара какого-то. Я аккуратно подхватываю светлячка, он приятно обжигает пальцы и кладу на плечо. «Прости меня, малыш, пора домой». Словно по команде светлячок неспешно поднимается в воздух, кружит над головой какое-то время, а затем пулей залетает прямо мне в ухо. Хи-хи, щекотно. Что ж, один есть, давай искать остальных. Давай. Так, о. Я запрокидываю голову и чуть не падаю. Шкаф висит под самым потолком. Метров 100 от пола, не меньше. Издеваешься? Хоть это и моя комната, но многое здесь предназначено отнюдь не для меня. Ну и ладно. Мне вообще плевать. Да-да, плевать, еще как. Вообще все равно, я нисколько не переживаю. Даже самую малость, даже крупицу от самой малости. Даже на 0,01% не переживаю. Вот настолько мне все равно. Ну да. Эй, ты еще до конца не дослушал, насколько мне все равно. Начинай с этой секунды, я тебя игнорирую. Ну уж нет. Тогда веди себя нормально. Так. О, что это? Почему? Приблизившись к мусорному баку, я с любопытством заглядываю внутрь. Упаковки из-под лекарств, тетрадные листы и прочий мусор. Скука. Здесь ничего, и правильно, ни один уважающий себя светлячок не стал бы прятаться в мусорке. Пожалуй, соглашусь. Радио? Хе-хе, что смешного? Я представила себя светлячком, который видит перед собой огромный вентилятор. Ну и? Да я бы жуть как обзавидовалась. Единственное, что не дает ему взлететь, это клетка, в которой он заперт, ну и провод. Он словно заключенный в тюрьме, если задуматься. Грустно это все. Ага. Давай искать дальше.
Будильник. Я гляжу на часы, время неумолимо движется. Уже так поздно. Устала. Еще как. Я демонстративно громко зеваю и вытягиваю руки в стороны. Раз, два. Затем поднимаю их над головой. 3, 4. Может, небольшая гимнастика поможет взбодриться? Неплохая идея. Помнишь упражнения, которым тебя учили? Вроде помню. Я неуверенно встаю в стойку, пятки вместе, носки врозь, или как там было. Ладно, будь что будет, засекай 5 минут. Засек, хотя у тебя часы прямо перед носом вообще-то. Я не могу слишком долго смотреть на стрелки. Сначала они будто бы идут в обратном направлении, затем и вовсе исчезают. А после этого всегда происходит какая-нибудь ерунда. Последний раз мне померещилась пара глаз на циферблате. А еще, когда-то давно мне слышались голоса. Они будто звали на помощь. Ерунда, сущая ерунда. Ерунда же. Ерунда. Ну что, засек время? Боже, наконец-то. О чем ты? Я уже полчаса не могу до тебя достучаться. А? Забудь, светлячка видишь? Нет. Тогда давай искать дальше. Я смотрю на свой ноутбук. Из-за того, что я многие годы не прикасалась к нему, он покрыт слоем пыли толщиной в палец. Очень странный предмет, я его побаиваюсь. Почему? Это долгая и скучная история. Вот и отлично, рассказывай. Я настаиваю. Я не помню, как он появился в моей комнате. Наверное, кто-то из родителей принес его сюда, потому что не нашлось другого места. Мне не запрещали им пользоваться, наоборот, даже поощряли. Еще бы я целыми днями безвылазно сидела перед экраном. Игры, рисование, инженерный калькулятор, трехмерное моделирование. Столько развлечений. Занятные у тебя были хобби. Ага, были, до выхода в сеть. Представь себе ситуацию. Ты хомячок, что живет под землей. У тебя есть все необходимое для комфортной жизни. Представил? Твои аналогии, как всегда, не на высоте. Ну хорошо, представил. Итак, ты хомячок, что живет под землей. У тебя есть все необходимое для комфортной жизни, да? Да. Отлично, значит, ситуация следующая. Ты хомячок, что живет... Ладно, я тебя понял. Хочешь поговорить о чем-то другом? Угу. Хорошо, все равно ведь вернешься к этой теме. Хорошо. Вдруг из вентиляционной решетки ноутбука медленно выбирается светлячок. Я протягиваю руку, тот забирается на ладонь, беспрестанно моргая. По-моему, он пытается что-то сказать. Я и сама вижу, знать бы, что именно. Похоже на шифр, разве тебе не хочется его разгадать? Я передумала, я ни за что на свете не хочу знать, что он пытается сказать. После этих слов светлячок на секунду гаснет. Затем, словно придя в себя, загорается вновь. Какое-то время он обдумывает дальнейшие действия, после чего поднимается в воздух и стремительно залетает ко мне в ухо. Давай искать дальше. Так. Точно, насекомые же любят пылять цветы и все такое. Типа того. Я подхожу вплотную к полке с цветами, принюхиваясь от листьев, пахнет пылью и картоном, и еще смертью. Ты в курсе, что цветы давно высохли? Вряд ли мертвый цветок может привлечь насекомое. Знаешь ли, выбирать не приходится. Хотя ты прав, давай искать дальше. Почему бы просто их не выбросить? Ты что, совсем меня не слушал? Так, в рюкзаке, может? Я опускаю глаза, нелепый и потрепанный мой школьный рюкзак, словно кричит о своей бесполезности. С другого угла он похож на набитое брюхо, его содержимое точно так же переваривается, разлагается и превращается в густую кашу. Классно я придумала, надо бы запомнить. Совсем не классно, мерзко и ужасно. Лучше расскажи мне, что внутри твоего рюкзака. Да ничего особенного, книжки всякие в основном. Все карандаши и тетради я оттуда вытащила, а остальное меня не интересует. Ты ведь когда-то ходила в школу, да? Ага, ходила. Отлично провела время, кстати. Ты точно поняла мой вопрос?
Думаешь, все в моей жизни должно быть печально и угрюмо, а вот и нет. Ну ладно, ладно, что тебе больше всего понравилось? Ну, в помещении было очень светло, совсем не так, как дома. И все? Да погоди ты, дай вспомнить. Ну, кровати были мягкие, да и кормили неплохо. Между прочим, я всегда была на уроках, остальные вечно прогуливали. Кровати. Ух, и досталось же им, наверное. Я слегка улыбаюсь, предаваясь теплым воспоминаниям. Ты ведь так и не закончила школу. Ага. Помнишь свой последний день? День как день. Папа забрал меня пораньше, объяснил, что я уже выросла из школьной программы. Да я и сама это понимала, уж больно простыми были задания. Потом мы сели в машину и поехали домой. Дома нас встретила мама, мы втроем поужинали и разошлись по комнатам. А что было потом? Не похоже, что этот день хоть что-то значит для тебя. Говорю же, день как день. Ладно. Расскажи еще раз. У тебя что, с памятью плохо? Пожалуйста. Ладно уж. В тот день папа забрал меня с учебы пораньше, объяснив это тем, что мне пора взрослеть. Не то чтобы я до конца понимала, что он имел в виду. Так или иначе, я не сопротивлялась, мы сели в машину и поехали домой. Дома нас встретила мама, мы втроем поужинали и разошлись по комнатам. Доволен? Расскажи еще раз. Папа забирал меня из школы с силком, пока я кусалась и царапалась. Учителя не вмешивались. Подобные сцены были для них обыденностью. Мало ли в чем провинилась капризная девчонка. Затем он затолкал меня в машину, и мы молча ехали до самого дома. А это уже не смешно становится. Дома нас встретила мама, мы втроем поужинали и разошлись по комнатам. Прошу, давай не будем об этом больше. Нет, ты расскажешь мне еще раз. По пути домой папа купил молоко. Снова. Как же я ненавижу молоко. Мамы дома не было. Снова. Как же я ненавижу маму. Оу. А вот и проявилась. Что было дальше? Вдруг я чувствую чей-то взгляд на своей спине, знаю, что такие моменты ни в коем случае нельзя игнорировать. Я резко оборачиваюсь, но там ничего нет. Что было дальше? Все, что было дальше, произошло уже после того, как случилось кое-что, после чего произошло все, что было после этого. Я вновь смотрю на рюкзак, свет из окна отражается на мелких металлических деталях, а еще он отбрасывает тень, значит, он реален, к несчастью. Ну и пусть, какое мне вообще дело? Я едва не пинаю рюкзак в порыве внезапного гнева, но в последний момент беру себя в руки. Если сдвину его хоть на сантиметр, вся картина развалится, и я ослепну. Сколько раз это уже происходило? Не сосчитать. Что значит ослепнешь? Мне понадобились месяцы, чтобы выучить расположение каждого предмета в комнате. Именно поэтому я вижу все так четко и ясно. Тебе не понять. Посмотри под ноги. Я опускаю глаза и вижу, как со стороны рюкзака ко мне ползет маленькое насекомое. Светится едва-едва и даже взлететь не может. По всей видимости, этот светлячок очень устал. Я наклоняюсь, чтобы подобрать его. От прикосновения светлячок ярко замерцал и вдруг взлетел. «Молодец, малыш, так держать!» Сделав победный круг по комнате, он на большой скорости понесся в мою сторону. Я зажмурилась в ожидании того, как светлячок залетит мне в ухо. Так и произошло. Оказавшись внутри, он какое-то время продолжал жужжать у меня в черепе, а потом затих. Этот какой-то грустный. Интересно, почему? Это не важно, главное, что теперь он не одинок. Ладно, давай искать дальше. Так. Хе-хе, это мой спальный мешок, мягкий, теплый, и я уверена, что любое живое существо не отказалось бы провести в нем минутку-другую. А где твоя кровать, малышка? Зарыться поглубже, прихватив с собой пару любимых вещей, закрыть глаза и... Эй, ты что, уже спишь? А? Я слегка ударяю себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Время уже далеко за полночь. В обычные дни я уже сплю как убитая, но сейчас никак нельзя. Давай искать дальше.
Эй, а может внутри кто-то есть? Моим мыслям не свойственно усыплять, скорее наоборот, они всегда провоцируют бессонницу. И сегодня как раз такой день. Что? Здесь искать бессмысленно, говорю. Ну, так, может, зонтик? От зонта веет едва ощутимой прохладой. Не мудрено, ведь только он защищает меня от грозовых туч, что иногда собираются под потолком. Какое счастье, что он справляется с этим даже без моего участия. И все же светлячок не станет прятаться в подобном месте, иначе он простудится и не сможет летать. И ты не хочешь проверить? Ладно, давай искать дальше. Зачем? Я точно знаю, здесь мы ничего не найдем. Ну ладно. Странно вот. Это пакеты молока или что это? Непонятно. Обычные тетрадные листы, приклеенные к стене на скотч. На них изображены картинки с цифрами. Единственная информация, которую я воспринимаю без особых трудностей. Дозировка и побочные эффекты. Угу. Я думал, ты знаешь их наизусть. Да. Это ведь не твой почерк, верно? Конечно же нет. Обрывистые неровные линии, корявые некрасивые цифры. Не почерк, скорее царапины от когтей. Не забудь сказать спасибо маме. Отстань. От моего крика листы забеспокоились, зашелестели. Спустя секунду из-под одного лениво показался светлячок. Деловито оглянувшись, он деловито вспорхнул и не менее деловито залетел мне в ухо. Эй, давай искать дальше. Закончить поиск. Подожди. Я обращаю свой взгляд к неприметной полке рядом с зеркалом. На ней стоит стакан с зубной щеткой, а рядом висит маленькое полотенце. Прелесть. Мои светлячки умные и хорошие, не станут туда лезть. У них есть понятие о личной гигиене. Ладно, давай поищем где-нибудь еще. Это моя тетрадь для рисунков. Половина страниц пустуют, значит, хватит еще на пару лет. Ты так редко рисуешь? Почему? Разве не очевидно, если закончатся страницы, придется покупать новую тетрадь? До канцелярского магазина пешком не добраться, придется ехать на автобусе. Ты вообще представляешь, каким кошмаром это может обернуться? Так, может, попросишь маму купить тебе тетрадь? Так у них же триггер на маму вроде. Зачем это спрашивать? Что купить? Кого попросить? Ты вообще умеешь расставлять акценты в речи? Не придуривайся, лучше попроси маму купить тебе тетрадь. Лучше? То есть ты просишь от меня совершить сразу несколько действий, при этом говоря, что одно лучше другого? Тогда зачем мне выполнять то, которое хуже? Ты и пары слов связать не можешь, хи-хи. Боже, как с тобой тяжело. Тебе не достает чуткости, разве это моя вина? Я подхожу чуть ближе к тетради, переступая через провода, спальный мешок, трещины в ламинате и отблески из окна. Тетрадь лежит не на табуретке. С высоты моего взгляда кажется, что у табуретки не достает двух ножек. Опускаясь на корточки, все ножки на месте. Могу ли я придумать интересную аллегорию? Давай без этого, а? Я поднимаюсь и смотрю на тетрадь в упор. Листы белоснежно чистые, последний рисунок похоронен на предыдущей странице. Так и должно быть. Жаль, мне бы хотелось взглянуть. В другой раз. Вдруг в комнату ворвался прохладный ветер, тетрадные листы зашелестели. Нет. Я зажмуриваюсь. Отчетливый и характерный звук перелистываемых страниц отдается головной болью. Я знаю, что сейчас произойдет. Шелест прекратился, хотя ветер продолжал завывать из всех щелей. Это значит только одно: тетрадь открыта на первой странице. Если я подожду еще немного, ветер захлопнет ее. Мне не придется смотреть, если я подожду еще немного. Если я... Открой глаза. Нет. Все хорошо, просто открой глаза. Ни за что, я знаю, что ты врешь. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Успокойся. Ладно.
Я с опаской открываю глаза, тетрадь все так же распахнута на середине, ни рисунков, ничего, листы по-прежнему чистые. Померещилось? Не знаю, померещилось ли. Ты же у нас все знаешь, вот и скажи мне. В следующий раз не закрывай глаза. Что ты? Не успела я договорить, как тетрадные листы вновь зашевелились. Не закрывай глаза. Не заставляй меня, мне же страшно. Верь мне. Шелест усиливается, листы приподнимаются. Я могу разглядеть очертания рисунков на предыдущих страницах. Нет уж, все, что было в прошлом, должно там и остаться. Ты меня не убедил. Все, я закрываю глаза. Слышишь? Смотри, смотри же. Между страниц просачивается едва различимый свет. С каждым порывом ветра он становится все ярче и ярче. Светлячок. Ветер вмиг прекращается, на секунду мир погружается в полную тишину, но лишь на секунду. Вечно преследующий меня шум неумолимо заполняет все вокруг, но сейчас это не важно. Боже, малыш, я так перепугалась. В ответ светлячок моргает, после чего поднимается в воздух и с громким жужжанием влетает мне в ухо. Какое-то время он ищет подходящее место в моей голове, не прекращая жужжать, но потом затихает. Фу, ты как, нормально? У нас мало времени, давай искать дальше. Так. О. А это что? Ах, это фотографии моих самых счастливых моментов. На них ведь ничего нет. Я так долго смотрела на них, что буквально сожгла взглядом. Хи-хи. Теперь они просто закрывают трещины в стенах. Трещины? Неважно, дальше искать будем или как. Будем. Я поднимаю глаза высоко-высоко к потолку, из кондиционера доносится топот множества маленьких лапок. Ну вот, что такое? Светлячки не дружат с тараканами, надо поискать в другом месте. Боже, откуда там тараканы? Ты уже забыл? Сам же сказал мне представить, будто мои мысли это тараканы. Да, но... Затем они стали светлячками, да, но тараканы ведь не могут просто взять и исчезнуть. Вот они и нашли себе местечко. Понял? Понял, не понял, сделаю вид, что понял. Не понял. Так. Это вряд ли, все ящики намертво заперты. А если... Я не хочу даже думать о том, что внутри. Не весть чего вообразить можно. Отсюда так просто не выбраться. Я смотрю на кучу лекарств, и голова идет кругом. Я не хочу сейчас думать об этом, совсем не хочу. Что с тобой? Сегодня я едва не пропустила курс. Что за безрассудство? Я ведь могла умереть. Эй, успокойся, ты уже все исправила. Ты и так умрешь, чего волноваться? О, Господи. Да, по твоему приказу. По твоему приказу. Это обвинение. Все могло быть гораздо хуже. Ага. Я тяжело вздыхаю, подхожу ближе и протягиваю руку. Ух ты, тепло. Не успели слова вылететь из моего рта, как одна из баночек перевернулась, из него градом посыпались таблетки, а затем... Светлячок, ура! Сделав пару кругов над моей макушкой, он наконец садится на протянутую руку, спешно пробежав по ней до плеча. Светлячок заползает прямо мне в ухо. Ум слегка проясняется. Так, это не работает. Вроде все посмотрели, радио это... Вроде бы все. Ты серьезно? А что не так? Сам подумай, стали бы светлячки лететь на свет? Мне кажется, они вполне самодостаточны в этом плане. Если только они целенаправленно не хотят снизить себе самооценку. Так, ну вроде все посмотрели.
Радио не работает, точнее работает, но там просто музыку слушать можно. А вот это что такое? Какой-то триггер. Ну все, закончить поиск. Ты нашел всех светлячков, здорово. Вроде бы. Почему вроде бы? Мысли вроде бы собрались в кучу, но что-то все равно тревожит меня. С другой стороны, я ведь не должна радоваться. Почему так? Если я что-то потеряла, а потом нашла, это просто возврат к началу. Никаких изменений, ноль, ни плюс, ни минус. А радость это всегда плюс, понимаешь? Тебе вредно слишком много думать, знаешь ли. Спать хочется. Может, проветришься перед сном? То есть? Ну, выйдешь на балкон, воздухом подышишь. Почему-то эти слова вызвали у меня приступ паники. Я неосознанно делаю шаг назад от балкона. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Это может прозвучать глупо, но мне кажется, кто-то смотрит на меня. Хорошо, давай останемся здесь. Да кому ты нужна? Я не могу так отвечать, не хочу точнее. Ага. Что будешь делать? Что за глупый вопрос? Спать, конечно же. Надеяться, что завтра наступит через год или 10. Представлять, будто я где-то вне своей оболочки, и при этом это все еще я, немыслимо, как молоко вне пакета, и все же... Не обязательно говорить вслух, чтобы я понимала, что ты переживаешь за меня. Ведь я и так это знаю. Также я знаю, что у нас осталось совсем немного времени. Ты не станешь пить еще одну таблетку? Разумеется, более того, я не стану пить ее и завтра, и послезавтра, и вообще никогда. Прощаемся, выходит? Нет, у меня будет еще одна просьба, совсем крохотная. Какая же? Я сегодня слишком много наговорила, многое хотелось бы навсегда забыть. Я не виню тебя, просто было ли это так необходимо? Вот завтра и узнаешь. Нет, я так не усну. Хорошо, так что за просьба? Я нервно чешу запястье и прикусываю губу. Постой, ты что, боишься мне сказать? Да. А еще я боюсь, что произойдет что-то очень плохое, если я скажу. А еще я боюсь, что из-за того, что произойдет что-то плохое, произойдет что-то гораздо, гораздо хуже. Да понял я. И все же не отстану, пока не скажешь. Зануда. Нет, ты. Я неуклюже забираю спальный мешок. Внизу комната очень прохладная, и пусть электрический обогреватель работает изо всех сил, я, тем не менее, спешу скорее укутаться. Мне грустно из-за того, что сны больше не приходят. Ни за что не поверишь, как я поначалу справлялась с этим. Конечно, поверю. Я знаю, это была шутка. Так вот, я умывалась, чистила зубы, ложилась и начинала воображать, будто я вижу сон. При этом я, конечно же, совсем не спала и поутру вечно клевала носом. После недели бессонных ночей я стала себя странно чувствовать и начала видеть всякое. Парящие в воздухе буквы, странные силуэты, появляющиеся в самых неожиданных местах, выпученные глаза с дрожащими бледными зрачками. Страшно, знаешь ли. Однажды я чуть не умерла, просто упала посреди комнаты и какое-то время не могла пошевелиться, а силуэты, буквы и глаза нависли надо мной и осуждающе шипели. Это было ужасно. И заслуженно, что ли? Я будто была поймана на самой большой мере лжи. Да должно быть, так и было. После этого я прекратила, а силуэты, буквы и глаза стали жить тут. Понравилось, видимо. Вечно ходят за мной по пятам, подглядывают, а я их побаиваюсь и не могу даже слова поперек сказать. Но сегодня... Ну? Ты все еще боишься мне сказать? Конечно, они же слушают. Объясни на пальцах. Ладно. Я принимаюсь беспорядочно, но оттого не менее воодушевленно вертеть пальцами, выстраивая сложные фигуры. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю перед сном? Я что, зря тут стараюсь? Тебя ведь услышат? Расслабься, никто тебя не слышит.
Ну так что? Я бы с радостью, но я совсем не знаю, как их рассказывать. Ой, да это очень просто. Просто говори о чем угодно без остановки. Звучит нелепо. И вовсе нет. А еще бессмысленно. Да что ты вообще понимаешь? Достаточно, чтобы понять, что мы лишь впустую потратим время. Давай сосредоточимся на чем-нибудь действительно важном. Скукотища. Ладно, закрывай глаза. Так. Я просыпаюсь на деревянной лавке, перед глазами узкая слабо освещенная аллея, до боли знакомая дорога, где же я могла ее видеть? Ну, наконец-то! Сбоку разносится голос. Я поворачиваюсь и вижу перед собой мальчика с крайне странным выражением лица. Ты опоздала. А ты кто? Мальчик удивленно моргнул. Так мы с тобой далеко не уйдем, попробуй заново. Затем он набирает полную грудь воздуха. Ты опоздала! Я непонимающе смотрю на него, он непонимающе смотрит на меня. И извини. Мальчик довольно кивнул. Вот, уже лучше. Имя-то у тебя есть? Меня вот Треской звать. Треской? Или Треск? Чего? Я оценивающе оглядываю наглеца, совсем маленький, а уже лезет с такими вопросами. Не твое дело. И вообще, мне кто-нибудь скажет, что я тут делаю? Эй, это невежливо, будто тут есть кто-то еще. Тебе совсем ничего не рассказали? Вот я все знаю, например. О чем? Ты обязана проводить меня в магазин. После этих слов Треска встал в победную позу. Еще чего? Ты ведь понимаешь, что отказ не принимается? Многовато ты о себе возомнил. Я серьезно. Это как бы не мне решать. Думаешь, я в восторге от такой компании? Какой-то он странный, то веселый, то грустный, то громкий, то тихий. Ненормальный какой-то, и имя дурацкое. Мы идем или как? Ты иди, а мне подумать надо. Я бы с радостью, да только дороги не знаю. Треска хитро улыбается, я с досадой кусаю губы. Будто с тобой честна, ты мне совсем не нравишься. В ответ он лишь заливается смехом. Зато ты мне очень. После этого он с уверенностью хватает меня за руку, и я и рта не успеваю открыть. Веди! Дорога до магазина прошла нормально, если не считать того, что Треска шел заметно быстрее. И наоборот, в какие-то моменты он резко останавливался и начинал идти назад, внимательно глядя себе под ноги. В итоге дорога заняла гораздо больше времени, чем могла бы. 20 минут. Оказавшись у дверей магазина, мы видим перед собой вывеску. Магазин закрывается через 20 минут. И взбрело же кому-то в голову таким образом обозначить часы работы своего магазина. Наверное, у них для этого специальный человек есть, каждые 5 минут бегает и меняет табличку. Удобно же? Шутишь, что ли? Да. Чего же ты надоедливый? Всяко лучше, чем быть занудой. Тебе, кстати, лет-то сколько? Не твое дело. А зовут как? Не твое дело. Я уже готова была дать мелкому поганцу подзатыльник, как вдруг за стеклом появляется жуткого вида человек. В руках он держит картонную табличку с надписью «До закрытия магазина 15 минут». Пойдем, чего стоишь? А? Да. В очередной раз, проходя мимо длинного ряда с консервными банками, мы поняли, что заблудились. Поверить не могу, что ты не знаешь, где продается молоко. И я... Может, спросим кого-нибудь? Давай. Эй, постой! Треска отпустил мою руку и уверенно зашагал к одному из немногочисленных посетителей магазина. Тот стоял спиной к нам, что-то сосредоточенно рассматривая на прилавке. «Здрасте, а можно...» Последнюю часть вопроса я не расслышала, как и ответ на него. Но мой непутевый друг внезапно застыл, как вкопанный, глядя прямо в глаза посетителя магазина. Я поспешила подойти к ним. «Это ваш?» Посетитель обратился ко мне. В его голосе явно слышалось отвращение, а на лице застыла презрительная гримаса.
Если так, то будьте добры, уберите его подальше. Да, извините. Я хватаю треску за руку и спешу увести в сторону. Тот все глядит на посетителя, открыв рот и выпучив глаза, и дрожит. Лишь когда мы свернули за угол, Треска успокоился. Ну и как это понимать? Я так перепугался, он сказал. Что? Нет, только не опять. Внезапно Треска завопил, как сумасшедший. Я сжимаю ему рот ладонью. Его лицо буквально горит, а сам он плачет. Ты можешь вести себя нормально. Ты не понимаешь. Ну, конечно, что я вообще могу понимать? Вот только представь, к людям это неправильно. Вот только приставать к людям это неправильно. Этого, видимо, не понимаешь ты. Ты злая. Я? Оттолкнув меня, Треска убежал прочь. Блин. Краем глаза я замечаю, как работник магазина вешает на дверь новую табличку. Вот ты где. Я встречаю Треску у кассы, до этого я успела сбегать в молочное отдел, предварительно узнав, где он находится. Эй, шевелись. Недовольный голос раздался с конца длинной очереди, что образовалась позади Трески. Я протискиваюсь к нему. Что случилось? Мальчик не отвечает, смотрит себе под ноги и едва слышно хныкает. А кассирка коршуном нависает над ним. Между ними лежит пакет молока. Это ваш? Мой. В следующий раз оставьте его дома. Люди в очереди согласно кивают. Оплатите стоимость товара. Да, конечно. И издержку за ожидание. Что? Вы слышали? Я-то слышала, но это же неслыханно. Вдруг Треска начинает хихикать. За то, что ваш сын придурок, тоже заплатите. Но... Вы слышали? Знаете что? В гневе я бросаю кассиру смятую купюру гораздо большего номинала, чем требовалось, даже с учетом всех идиотских надбавок. Хватаю пакет с молока и круто разворачиваюсь. Мы уходим, Треска. Всю дорогу из магазина мы шли молча. В какой-то момент мы незаметно для себя свернули вправо и оказались у автозаправки. Тогда-то Треска и решил нарушить молчание. Любишь мороженое? Нет. Ладно. Я смотрю в поникшее лицо мальчика. На секунду в его глазах блеснул огонек и тут же погас. Знаешь, он уверенно сворачивает с тропы прямо на автомобильную дорогу. Я провожаю его недоуменным взглядом. Похоже, ты мне совсем не помогаешь. В глазах Трески вновь блестит озорной огонек. Игра за авторством Никиты Крюкова. И это все? Мне кажется, там несколько концовок. Походу, мы прошли на какую-то концовку. Но мне кажется, там есть еще, и нам надо будет потом в другой раз еще посмотреть. А вы как думаете? Стоит ли еще смотреть концовки? Это был необычный такой опыт. Ну что ж, пишите в комментарии, продолжать ли нам на другие концовки. И что вы думаете об этой игре? Понравилась ли она вам? Если понравилась, то ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся такие прохождения. Ну, их будет, конечно же, не так часто, но мне нравятся такие необычные игры. Инди-игры. Ну что ж, будем на этом тогда заканчивать сегодня.
Эта игра просто заставляет задуматься о чем-то. Что ж, всем спасибо, всем удачи и всем пока в следующей серии. Пока-пока.